Генеральная прокуратура Украины проверит источники доходов тех политиков, которые задекларировали существенные объемы наличных денег. Об этом к настоящему времени сообщил сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Я всегда был хорошо информированным реалистом. В силу того, что узнал в МВД, в политике, а теперь в Генпрокуратуре, хотя и для меня были несколько очень таких серьезных открытий про наличие огромных капиталов, в том числе в наличке, которые хранят дома многие топ-политики. Ну вот к интервью с Юрием Луценко мы вернемся через несколько минут. Дождитесь пока о декларациях. Кроме наличности, драгоценности, шубы, иконы и предметы старины, даже мощи и церкви задекларировали украинские политики и госслужащие. Многие, например, президент Порошенко, сделали это в самый последний момент. Электронная форма учета имущества чиновников – одно из ключевых требований Европы и МВФ. Украинское общество, кажется, впервые увидело, чем владеют властимущие не на словах, а на бумаге. Подробнее о содержании декларации Юлия Дрозд из Киева. Картины, статуи, десятки земельных участков и шестизначные суммы наличных денег. Украинские чиновники показали свои капиталы. В полночь воскресенья истек крайний срок подачи деклараций. Отчеты некоторых госслужащих интересны своей экстравагантностью. Например, бывший банкир, а ныне депутат от блока Петра Порошенко Руслан Демчак хранит наличными 133 миллиона гривен. А у депутата группы «Воля народа» Олеся Долгова 95 картин и $1,5 миллиона наличными. У главы фискальной службы Романа Насирова 20 земельных участков под Киевом. А у Олега Ляшко, среди прочего, виллы и сотни тысяч наличными. Такие суммы наличных говорят о трех вещах. Первое – они не доверяют банковской системе. Второе – их извечный страх того, что средства в банках могут конфисковать как незаконно нажитые. И третье – нежелание показать, сколько реально они заработали на государственной службе. Другие же декларации вызывают вопросы. Например, депутат от оппозиционного блока Денис Амельянович в бумажной декларации указал 7 земельных участков, а в электронной за тот же год уже 52. Или вот депутат Сергей Левочкин и вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. У первого – миллионы гривен на счетах и офшорные компании. У второго – квартира площадью 152 квадратных метра и 5 земельных участков. При этом оба работали только в государственном секторе. И здесь важно именно разграничивать тех, кто пришел из бизнеса, происхождение их капиталов понятно, и тех, кто декларирует миллионные состояния при том, что все время работал только в государственном секторе, где таких денег у нас не заработаешь. В обществе это вызвало резонанс, потому что все знали, что чиновники у нас богаты, но не знали, что прям настолько. Но народного восстания, я думаю, не будет, только единичные взрывы недовольства. А в сознании иностранных партнеров просто произойдет корреляция, и в общении с украинскими коллегами они станут жестче, именно с теми, которым есть большие вопросы о происхождении их капиталов. У журналистов-расследователей вопросы вызвала и декларация Петра Порошенко, поданная за пару часов до дедлайна. Президент отчитался и в Фейсбуке. Все дорогое имущество было куплено до президентства. Я принципиально храню деньги в банке. $27 миллионов, с каждого цента которых уплачены налоги в бюджет. Но журналист Дмитрий Гнап считает, что президент, вероятно, хотел уклониться от уплаты налогов при продаже компании «Рошен». В посте Порошенко речь идет явно о компании Prime Assets Partner Limited, зарегистрированной в офшоре на Виргинских островах. Во время панамского скандала он заявлял, что она была создана для передачи бизнеса. Но в своем посте он обмолвился, что она была создана для продажи «Рошен». Если так, то это значит, что украинский бюджет мог недополучить очень много денег. Еще Bloomberg писал, что компания Nestlé именно тогда, в 2014-м, когда была создана эта виргинская компания, предлагал Порошенко за его бизнес $1 миллиард. Если бы бизнес президента был продан таким образом, через офшор, украинский бюджет не досчитался бы минимум $170 миллионов. Факт продажи не состоялся, так что, по словам журналиста, криминала здесь нет, но есть политическая ответственность. А вот тем, кто не подал декларацию вовремя без уважительных причин, грозит штраф до $6,5 тысяч. За ложь в декларации грозит до 2 лет тюрьмы. Но сроков проверки отчетности в Национальном агентстве по противодействию коррупции, куда стекаются декларации, пока не знают. Юлия Дрозд, Евгений Чижик. Настоящее время. Мой коллега Сакеной Мурзаев сегодня подробнейшим образом расспроснил об Е-декларации, как их называют генпрокуроры Юрия Луценко. И вот что Луценко нам рассказал. В данном случае
Я считаю, что плюсов в этом действии намного, на порядок больше, чем опасностей. Плюс в том, что это и есть колоссальный шаг, который заложила наша революция. Это шаг к открытому обществу. Это очень важно. Страны Запада есть такими успешными, а их жители нормальными ведут свою жизнь, являются обеспеченными. Именно потому, что у них система открытого доступа. Украина, как и все постсоветское пространство, была очень закрытой. И если произошла революция, а значит слом системы, потому что революция не должна ставить перед собой вопрос смена лица, слом системы, это означает смена этой закрытости. Решение о декларировании топ-политиками, чиновниками в электронном виде, доступным всем, электронной декларации является колоссальным шагом по изменению системы. Теперь очень важно избежать нескольких минусов. Минус небольшой, но тем не менее существенный для многих. Открытость этой информации для злоумышленников. Для криминала. Для криминала. И я говорю сейчас не о депутатах, хотя они тоже люди. Я говорю сейчас, например, о начальнике управления образования какого-нибудь далекого райцентра, который в силу жизненных обстоятельств хранит дома некую сумму денег и задекларировал ее. Я даже говорю не о квартирной краже, я говорю об безопасности ребенка, который ходит в школу. Это проблема. Вот вторая сторона открытости, это нормально? Да, это проблема. Тут надо думать, возможно, некую информацию для неких категорий людей надо закрывать. Я сейчас не говорю о топ-чиновниках, я говорю о людях, живущих там внизу, где правоохранительная система, мягко говоря, неэффективна. Скажите, Юрий Витальевич, вы лукавили, когда заполнили эту декларацию? Нет, моя декларация... Я не говорю, что вы обманывали, не обманывали. Вы лукавили? Нет, моя декларация ничем не отличается от предыдущих, кроме новых статей, которые раньше не подлежали декларированию. Наличные деньги, там, ценности, ну, скажем, там, картины, либо у меня коллекция антикварных книг, либо там коллекция холодного оружия. Раньше она не вносилась в декларацию, сейчас я ее вносил. У меня вообще все очень понятно. Я всю жизнь был, ну как всю жизнь, с 96-го года я переехал в Киев, был госслужащим, ровно в 96-м, потом здесь, потом парламент. Я постоянно нахожусь на госслужбе, ну, делал небольшой перерыв на революцию и тюрьму. Посему с моими доходами все ясно. Моя жена более 10 лет занималась бизнесом, создала с нуля за обычные кредиты, ну, практически неподъемные кредиты, взятые в коммерческих банках, создала бизнес, дала 180 семьям дала рабочие места, платила все налоги. На момент моего ареста понятно было, что необходимо заканчивать такой бизнес. Она пошла в народные депутаты, большую часть бизнеса продала, заплатила налоги, и это и есть 20 миллионов гривен, которые лежат в основе нашей декларации с 2011 года. Небольшая часть бизнеса, совершенно небольшая, передана ей в управление сына старшего, который до войны, а потом после возвращения с фронта действительно бизнес занимается. Опять-таки, все уплаченные налоги, никаких особых там сверхприбылей нету, но они обеспечивают жизнь и Александра, и такую поточную нашу, ну, например, путешествие за рубеж. Мы ездили вместе с детьми, брал на себя в прошлом году мой сын. Так что у меня абсолютно прозрачная декларация, я к этому спокойно отношусь. Еще одна очень большая проблема, которая может, подчеркиваю, может возникнуть в связи с открытыми декларациями, это возникновение новой основы для шариковщины, то есть ненависти к любому богатому человеку. Да, я отдаю себе отчет, что наши люди не живут, а выживают. Они находятся в отчаянии. Я это знаю очень хорошо. Нахожусь среди это них. вопрос борьбы с бедностью, а не Правильно. с... И вот очень важно перевести эту тему на вопрос борьбы с бедностью, а не на борьбу с законно богатыми.